Good afternoon, everybody. Thank you for inviting me. Before I start my speech, I would like to thank the organizers of this meeting for inviting me and giving me opportunity to express my point of view. This is very important matters and subjects. Thank you very much. Уважаемые коллеги, дамы и господа, мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить одну из ключевых проблем современной глобальной безопасности – стратегическое значение Черноморского региона и его влияние на стабильность Европы и мира в целом. Черное море – это не просто водная артерия, соединяющая Европу, Ближний Восток и Центральную Азию. Это стратегический узел, где пересекаются интересы множества держав, а его контроль означает контроль над ключевыми торговыми маршрутами, энергетическими ресурсами и военными коммуникациями. В условиях современной геополитической нестабильности Черное море превратилось в арену острого противостояния, и в первую очередь это связано с агрессивной политикой Российской Федерации. Черное море – зона постоянного конфликта. История и современность показывают, что пока Россия сохраняет выход в Черное море, этот регион остается зоной повышенного конфликта. После аннексии Крыма в 2014 году Москва укрепила свое военное присутствие в регионе, превратив полуостров в мощную военную базу. Российский Черноморский флот угрожает не только Украине, но и всей Юго-Восточной Европе, включая Румынию, Болгарию, Грузию и Турцию. Кремль использует Черное море как инструмент давления, дестабилизируя соседние государства и шантажируя Европу угрозой морской блокады. Кроме того, Россия милитаризирует не только Крым, но и акваторию Черного моря в целом, размещая современные системы противовоздушной обороны, ракеты и беспилотные системы, способные контролировать большие пространства. Это существенно ограничивает свободу навигации и создает прямую угрозу для стран НАТО, особенно для Турции, которая является ключевым игроком в регионе. Российские военные корабли регулярно участвуют в провокационных маневрах, нарушая международные нормы и угрожая суверенитету соседних стран. Одним из инструментов давления Москвы является гибридная война, включающая кибератаки, дезинформационные кампании и экономическое воздействие на страны Черноморского региона. Кремль активно использует энергетический шантаж, в том числе блокирование поставок газа и нефти, а также создание искусственных кризисов, таких как ограничение экспорта украинского зерна через Черное море, что влияет на глобальные рынки продовольствия. Нельзя недооценивать стратегическую важность этой зоны. Черное море – это ворота России в Средиземное море, а значит и в Ближний Восток. Именно через этот регион Кремль обеспечивает военные операции в Сирии, Ливии и других точках конфликта. Это означает, что европейская безопасность напрямую связана с происходящим в Черном море. Усиление России в регионе несет угрозу не только для стран, имеющих прямой выход к Черному морю, но и для всей Европы, поскольку Москва рассматривает этот регион как ключевую базу для дальнейшей экспансии и проецирования силы. Европа должна выработать стратегическую цель. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность на континенте, Европа должна четко определить свою стратегическую цель – уход России из Черного моря. Это не вопрос локального характера, а задача, имеющая долгосрочное значение для всей евроатлантической системы безопасности. Ослабление российского контроля над Черноморским регионом будет способствовать укреплению безопасности Украины, Румынии и других черноморских стран, ограничению агрессивных амбиций Кремля на Ближнем Востоке и Балканах, усилению энергетической независимости Европы от российских поставок, защите торговых и транспортных путей, проходящих через регион, снижению риска военной эскалации и провокации со стороны России.
Но для достижения этой цели необходимы ежедневные тактические шаги. Поддержка Украины в борьбе за восстановление территориальной целостности – важный, но недостаточный шаг. Европе нужно думать шире и действовать решительнее. Во-первых, необходимо усилить экономические санкции против России, чтобы снизить ее финансовые возможности наращивания военного присутствия в регионе. Во-вторых, требуется активное военное сотрудничество с черноморскими странами, включая поставки вооружений, обучение военнослужащих и совместные учения с НАТО. В-третьих, Европа должна укреплять региональные альянсы и коалиции, которые смогут сдерживать российскую агрессию. Кроме того, ключевым направлением стратегии должно стать усиление энергетической безопасности Европы, что позволит минимизировать влияние Москвы на европейскую политику, развитие альтернативных поставок газа, в том числе из стран Средиземноморья и Кавказа, а также инвестиции в возобновляемые источники энергии позволит снизить зависимость от России. Свободные народы Северного Кавказа – стратегические партнеры Европы. Один из ключевых факторов, который может изменить баланс сил в регионе – поддержка народов Северного Кавказа, которые исторически борются за свою независимость от России. Народы Кавказа имеют собственные государственные традиции, идентичность и культуру, которые были насильственно подавлены Российской империей и затем Советским Союзом. Их стремление к свободе и независимости – это не просто исторический факт, а реальная политическая реальность, которая требует внимания Европы. Сегодня, когда мы говорим о дестабилизации российской власти в Черноморском регионе, мы должны понимать, что свободный Кавказ ослабит контроль Кремля над южными границами, уменьшит военное давление на Украину и Черное море, а также создаст новые очаги сопротивления российскому империализму. Независимые кавказские государства могли бы стать союзниками Европы в сфере безопасности, торговли и политики, помогая сдерживать агрессивные амбиции Москвы. Европа должна рассматривать народы Северного Кавказа не как внутреннюю проблему России, а как будущих союзников и стратегических партнеров. Это означает необходимость создания политических, экономических и дипломатических программ, направленных на поддержку их права на самоопределение и развитие демократических институтов. 8 ноября 2023 года в Брюсселе в здании Европейского парламента состоялся учредительный съезд Комитета Северного Кавказа. Представители большинства народов региона подтвердили свою решимость бороться за независимость, включая вооруженные методы. Я был избран руководителем военного комитета, и моя текущая задача – интеграция всех вооруженных сил, находящихся в Украине и состоящих из этнических кавказцев, в единую боеспособную структуру, способную эффективно решать поставленные задачи. Это стало важным шагом навстречу Европе, доказательством того, что народы Северного Кавказа готовы к сотрудничеству и интеграции в ценностное пространство свободного мира. Теперь очередь за Европейским Союзом. Настало время проявить политическую волю и сделать выбор в пользу свободы и безопасности. Пришло время Европе проснуться и осознать: никто не обеспечит ее безопасность, кроме самих европейцев. Какие шаги необходимо предпринять? Первое. Политическая поддержка. Необходимо признание прав народов Северного Кавказа на самоопределение. Следует организовать дипломатические площадки для диалога с представителями национальных движений, а также интегрировать их в международные структуры и форумы. Второе. Информационная поддержка. Противодействие российской пропаганде, донесение до европейского общества правды о репрессиях и нарушениях прав человека в этом регионе.
создание независимых медиаресурсов, освещающих ситуацию на Северном Кавказе, а также расширение доступа к международным СМИ для местного населения. Третье – гуманитарная и образовательная помощь, содействие беженцам, предоставление стипендий и грантов для молодых кавказцев, которые хотят учиться и развиваться за пределами России. Четвертое – военная кооперация, консультации, подготовка и сотрудничество с движениями, выступающими за свободу и независимость своих народов, развитие программ безопасности, предоставление военной помощи и повышение уровня подготовки добровольческих формирований. Заключение. Черное море – это не только региональный, но и глобальный фактор безопасности. Пока Россия сохраняет военное политическое доминирование в этом регионе, Европа будет оставаться под постоянной угрозой. Единственный способ изменить ситуацию – это стратегическое ослабление Москвы, лишение ее влияния в Черноморском регионе и поддержка национально-освободительных движений, таких как борьба народов Северного Кавказа. Мы должны перестать реагировать на кризисы постфактум и начать выстраивать долгосрочную стратегию безопасности. Освобождение Черного моря от российского присутствия – это не только задача для Украины, Румынии или Турции. Это стратегическая цель всей Европы, и для ее достижения нужно действовать немедленно. Спасибо за внимание. Achieve it. We must act immediately. Thank you very much. Thank you for your time.